Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Мы вчера говорили о хорошем нраве, который должен человек приобретать. Это было пожертвование на пути Аллаха. Сегодня будем мы говорить аль-ithar. Это когда ты предпочитаешь другого человека, хотя у тебя даже нужда в этом есть. Ты сейчас нужен был еда кушать, ты видел более бедного человека, взял ему, отдал. Вот это считается ithar. Это считается предпочтение, хорошее предпочтение, которое с нас требует ислам. Этот нрав, если мы будем часто использовать, это станет нашей привычкой, которые потом легко будет нам его принимать. Общество, которое пользует это качество, оно будет обществом дружбы, крепкое, между собой, которое есть любовь ради Аллаха Субханаху ва Та'аля. Аллах Субханаху ва Та'аля восхваляет людей ithara, людей, которые предпочитают других, хотя своя нужда есть, восхваляя их. Аллах в Коране говорит: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Кормит едой с любовью, с хотением, с рвением, кормит других, мискин, бедных, етим, сирот, пленных, хотя даже сами этим нуждались. История, интересная история передает нам имам Бухари от Сахля ибн Саада. Пришла женщина к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Бибурда, плащ, верхняя одежда принесла пророку. Я, говорит, сама связала этот плащ, чтобы ты его носил. Женщина для пророка сделала плащ красивую. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это взял за то, что он нуждался. Не было у него другого. Этот плащ пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал себе изар, нижнюю часть одежды, и вышел к людям. Вы смотрите. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел к людям. Этот плащ, себе это нижняя часть одежды сделал, вышел к людям. Один человек говорит: о, пророк, дай мне этот плащ, чтобы я носил. Такой красивый плащ. Пророк сказал: да, дам. Несколько времени сидел там пророк, потом вернулся домой, завернул и отдал это, подарил этот плащ этому человеку. Люди сказали ему: ты некрасиво поступил. Пророк, это одел, у него была нужда, излишней не было, много не было. Нужда была в этом плаще, ты нехорошо поступил. И ты попросил у него. И ты знаешь, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то что-то просит, он его не отвращает, сразу дает ему. Он говорит: валлахи, говорит, я его не попросил, чтобы его одеть. Я, говорит, это попросил, чтобы этот плащ был для меня саваном. И Сахль сказал: действительно, когда умер этот человек, его саван был, вот этот плащ, который отдал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Другую историю слушайте. Сахих Муслим передает от Абу Хурайрата, ради Аллаху анху, пришел человек к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: я Расулаллах, я усталый, голодный человек. Он отправляет своим женам. Вы посмотрите, дома пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о те, которые жалуются около бедности, о те, которые жалуются мужьям, что у них кушать дома нету. Смотрите эту историю. Пророк отправляет к своим женам и говорит: что есть у вас дома, покормить этого человека. Все, ни одна, ни вторая, ни третья, все жены пророка сказали: клянусь тем, кто тебя отправил, истиной. Клянусь Аллахом, они говорят: у нас, говорит, дома нет, кроме воды. Представляете вы? Один за другим отправляет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к своим женам. Все отвечают так же: у нас нету, кроме воды. А потом пророк говорит с подвижником пророка, говорит: кто сегодня ночью его к себе гостем заберет. Если гостем забрал, ты должен отдать хак, право гостя, кормить его и дать ему ночлег. Один человек встал и говорит: я Расулаллах, я, говорит, к себе заберу его. Тот ночь к себе забрал, и жене спрашивает, он сподвижник, не был богатым. Он говорит: есть у нас дома что-то кушать? Жена сказала: кроме еды детей кормить, что-то еда есть, больше у нас ничего нету. Аллаху Акбар. Он говорит жене: отвлекай детей,
чем-то, пока они заснут. Когда наш гость зайдет, ты погаси лампу. Когда, говорит, сперва сядем, когда, говорит, покажем, что вместе кушаем, это момент, говорит, ты вставай, когда мы кушать начинаем, вставай, начни как будто потуши лампу, чтобы как будто ты его чистишь. И как муж сказала, она мужа не перечила, не сказала, как только еда детей от голода умрут, от голода дети будут спать, она не перечила мужу. Сделала, как муж сказал. И гость покушал, ни жена, ни дети, ни муж, никто ничего не покушал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, «Кад аджиб Аллаху мин сани'икума билайфикума аллейля». Аллах, говорит, удивился, обрадовался от ваших деяний, то, что вы сделали оба. Не сказал от твоего, потому что жена тоже немало деяний сделала, оставила голодных детей, послушала мужа, и они вместе, то, что вы сделали ночью, говорит, своим гостям, говорит, Аллах удивился. Вот так бывает ithar, предпочтение, когда даже у тебя есть большая нужда, ты даешь другим. Из этого, дорогие братья мусульмане, старайтесь вот эти качества, что приобрели и стали нашими и вашими привычками, мы должны этого делать, прощать других, садака делать и пропочитать других, хотя даже своя нужда есть. Используют это качество и качество, которое мы вчера вам сказали, у нас возможностей очень много. Даже если даже сейчас ты нуждаешься, есть более нужное место для себя, делай садака, найди бедным, отдай, Аллах субхану ва тааля за это тебе припишет большое вознаграждение. Братья мусульмане, в некоторых селах я видел хорошее качество этот месяц, потому что в данный момент наши братья находятся в трудном положении, и мы знаем, как день праздника мусульман столы накрывают. Излишне очень много бывает, не один, не два, не три, разные еда, разные сладости, конфеты, ненужные, даже целый день это со стола очень мало заканчивается, но расходов много. Некоторые богатые сотни тысяч расходуют, некоторые 50, минимум 20-30 тысяч рублей расходуют для этого праздника. Одна из сел Дагестана, я видел, отменили эти столы, праздничные столы и сказали, давай будем эти деньги, которые мы будем использовать в праздник, будем расходовать газу. Аллахи, это был очень хороший праздник и очень хорошее качество, которое можно за ним следовать. Если даже столы не оставляйте не закрытым, закрывайте их умеренно и оставшееся имущество расходуйте на пути Аллаха. Да поможет вам и нам Аллах, субханаху ва тааля. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи раббил аламин.